я познакомилась, так скажем, с большими певцами там. И даже мне судьба улыбнулась, и я спела с самим Салаватом. То есть это во время проекта? Да, да. Какую песню пели, помнишь? Сандовай Керды Кунгельге. Была какая-то вот нервозность, переживание. Я очень Салават, а ты я приехала, очень переживала. студентка с Вообще. Альметьевской. Вроде вот только первые шаги, и сразу Салават, такая вроде ответственность. Я очень волновалась. Думаю, у нас хорошо получилось. Исәнмесез, хөрмәтле дуслар, здравствуйте! В эфире кулинарное шоу «Секреты татарской кухни». И сегодня к нам на передачу мы пригласили популярную татарскую певицу Диляру Илалетдинову. Встречаем! Исәнмесез, Диляра, привет! Привет, Руслан. Вау, сколько подарков, это все мне? Да. Это Тортик. тебе тортик для чая. Шоколадный, мой любимый. Да, от меня вот сольный альбом. Кстати, на улице осень, вот такой осенне красивой фотографии у тебя. Да. Бигзур Ахмед. И чай. Диляра Илалетдинова, певица. Родилась 15 декабря 1988 года в Альметьевске. Окончила музыкальную школу по классу баяна. На сцене с 4 лет. Участвовала во многих конкурсах. «Страна поющего соловья», «Роза ветров», «Созвездие Йылдызлык». Диляра – двухкратная обладательница премии Алтын Барс. Диляра, расскажи, пожалуйста, нашим телезрителям, что мы сегодня будем готовить. Я очень долго думала, Руслан, что же приготовить, и решила, что мы будем готовить традиционные манты, но не только с картошкой и фаршем, но еще от меня авторское. Какое мы узнаем попозже. Манты – традиционное мясное блюдо народов Центральной Азии, Турции, Монголии и Кореи, состоящее из мелко нарубленного мяса в тонком раскатанном тесте, приготовленного на пару в мантоварке. Слово «манты» происходит предположительно от китайского «маньтоу», что означает «начиненная голова». Это блюдо известно также под другими названиями – бао-цзы в Китае, манду в корейской кухне, у монголов и бурят – буза. Чаще всего фарш готовят из баранины, но возможны варианты из смеси разных видов мяса. Также популярны различные варианты начинки из смеси тыквы и мяса, картофеля и мяса, а также вегетарианские из тыквы, грибов и картофеля. Давай приступим. Скажи, Так. чем тебе помочь? Ты давай, Руслан, начни с лука, а я пока буду грибы нарезать. Ну, мое любимое занятие – это порезать лук. Лук режем классически мелко, да? Да. Его мы будем обжаривать. Итак, мы готовим сегодня с Дилярой татарские вкусные манты. Ложишься. А что готовит еще Диляра? Вообще, Руслан, я очень люблю готовить, и иногда могу целыми днями провести на кухне. Я люблю готовить манты, бялеш, треугольники, сладкий бялеш, ну разное. И если даже, например, я не знаю рецепта, я просто, например, никогда не готовила, я беру рецепт и сразу по рецепту начинаю готовить. Кто научил тебя готовить? Научила, скорее всего, мама, потому что она очень меня хорошо готовила. Вот она даже с детства меня: «Кызым, давай, помоги мне сделать тесто». Я делала, она смотрела, меня учила, говорила: когда ты тесто делаешь, ферштален, Ангелы, да? да, ангелы, типа свои крылья туда вкладывают, очень вкусно получается. Я уже старалась, естественно, окрыленная вся. Диляра, ну готовить ты начала, получается, с самого детства практически, да? Да. А выступать на сцене, и вот твои вообще творческие таланты когда проявились? Вообще, я на сцену выходила с 4 лет садика. Вот я так и думал, что многие говорят, я уже с садика выступала, пела. Ну да, я свой садик представляла в городском конкурсе, но по каким-то причинам, там продолжение было в Казани, но родители почему-то меня не смогли туда Отпустить? Не знаю, видимо, по работе не могли. Ну ты скажи про свой родной край, где ты родилась? Я родилась в городе Альметьевске родом, сейчас живу в Казани, приехала сюда учиться, так и осталась здесь. Ты не поверишь, но ты повторила мою судьбу. Я также родился в Альметьевске, приехал сюда учиться и остался здесь. Так, ну что, Руслан, все, я закончила с грибами, ты как? Лук тоже у меня достаточно. Все, давай половину оставим для начинки с картошкой и фаршем, а половину мы обжарим на сковороде вместе с грибами. Так, ну давай грибы и лук обжарю я сам. Сейчас я помогу тебе. Ну, а ты, думаю, займешься приготовлением самого сложного для меня – это тесто. Тесто. Из чего готовишь тесто? Расскажи, пожалуйста. Так, для теста нам понадобится. Я всегда все делаю на глаз. Руслан, дай, пожалуйста, мне ложку. Так, пожалуйста. Ложку. Все делаю на глаз. Давайте положим 2 столовые ложки майонеза. Щепоточку
соды, для того, чтобы наши манты были пышные. То есть чуть-чуть буквально, Да, чуть-чуть буквально. Воды. Все это перемешиваем. И уже мука. Соль еще надо. А соль, пожалуйста. Да. Налили 3 стакана воды и добавляем муки. То есть майонез, сода, мука и вода. Соль. А, и соль еще, да. Диляр, ну продолжаем разговор. Расскажи, пожалуйста, вот ты говоришь, пела в садике, в школе, да? А когда все-таки такое серьезное выступление уже было? Это было, Руслан, 14 лет. Как сегодня помню, это было на Сабантуе. Мы к маме на Сабантуй приехали в деревню. И я просто встала в очередь и спела песню Булата Нигматуллина «Тарналар». И через некоторое время ко мне подошла женщина, Флора Магдановна. Она была в то время директором Центра детско-юношеского творчества в Альметьевске. И она предложила мне 1 сентября прийти к ней, не к ней уж, а там, к преподавателю на вокал. На прослушивание. На прослушивание, да. Что я и сделала, естественно. И в этом же году я участвовала в конкурсе «Страна поющего соловья». И вот так закрутила, завертелась. И с этого все началось, с маленького Сабантуя в деревне. Да, да. Участвовала в многочисленных конкурсах. Ну, а конкурсов чуть позже. И сейчас, я думаю, Диляр, самое время что-нибудь исполнить для наших зрителей. Я хочу исполнить песню, с которой я вышла на большую сцену. «Кирек меня ихтибар» называется. Ярат мине, ярат сүйіп назлап шешлеременен, сыйпайың элек жаныйым диеп, жылы сүзді айтсаң мин ерермен, язгы бузлар кебек миңа әллә ни күп кирәкми, житә миңа жылы карашың, мине шиксез бәхетле итәр өчен ихтибарың кирәк җанашым. Очень красивая песня, молодец, молодец. Спасибо. Так, Руслан, я начинаю месить тесто, да? Ты мне давай доску сразу и лук добавь. Кунатактаса, давай поставим его аккуратненько. Все подвинем. Отлично. И добавляем лук. Да, кстати, Да. нам еще надо кабачок порезать будет. Да-да-да. Диляр, расскажи, пожалуйста, что было дальше? Вот ты прошла прослушивание в детской юношеской школе. Ну, участвовала на конкурсах и до 11 класса уж пела параллельно, училась в То школе. есть выступала в Альметьевске, да? В На Альметьевске мероприятиях. я и в Крым ездила с конкурсами там различными. Вот, музыкальную школу ведь я окончила, класс баян. Там ходила на оркестр, мне очень нравилось, тоже очень много гастролировали мы. У меня есть в школе уж, если меня нет, а Диляр нет, значит она на гастролях. Диляр, расскажи, пожалуйста, как ты попала в Казань? Ты вот мечтала учиться в Казани? Да, у меня сразу была цель, то, что я в Альметьевске не останусь. Окончила школу 11 классов, поступила в Казань, Казанский государственный технологический университет. То есть поступила в КХТ учиться? Да, в КХТ, не по музыкальной части, а так. Отучилась один курс, и все-таки душа поет, охота петь. На сцену На тянет? сцену тянет, да, смотрю телевизор, там все поют, все танцуют. И смотрю, реклама идет по ТНВ, что ли, я сейчас не помню уж. Реклама шла, то, что идет кастинг на Йылдыздар фабрикасы. Ну, я и побежала на кастинг. Ой, мне там так понравилось, я волновалась очень сильно, конечно, но спела. Мы пришли туда где-то 9:30, и я спела 8:30 вечера. Я не ела, не пила, сидела там вот, вызывали нас, например, поет такая-то, следующая готовится такая-то. И вот я ждала до вечера, я уж хотела уходить, я туда опавлен шла, опа такая, а это полчаса еще Подожди, подождем. пожалуйста. Да, подожди, если не позовут, то мы пойдем домой. Диляр, в нашей программе ждать уже не надо. Я предлагаю прямо сейчас еще одну песню спеть. Хорошо, Руслан, давай я спою татарскую народную песню «Шахта». Жаным, ките жаным, ките жаным, дан басқа шул ул ките инде, дан басқа сөз бердік ташлашмасқа.
Виктор Ахмед. Очень красивая песня, молодец. Диляр, кабачки готовы. Мы их обжариваем вместе с грибами с луком, да? Да. Итак, мы добавляем кабачки к грибам и луку, посолим все, поперчим, и после небольшой паузы продолжим готовить манты по рецепту Диляра. Дорогие телезрители, вы смотрите программу «Секреты татарской кухни». После небольшой паузы мы продолжаем готовить с очаровательной певицей Дилярой Илалетдиновой. Диляра Бигзур Ахмед, большое спасибо, что пришла к нам. Готовим мы классические вкусные татарские манты, но есть секрет. Это начинка из фарша и картошки и овощная начинка. Овощная начинка практически готова. Давай сейчас нарежу картошечку, Диляр. Да, давай Потом я тогда помешаю с фаршем, раскатаю лук у нас есть. Да. и начну делать формочки для... Есть ли какой-то секрет у тебя, вот, когда ты делаешь вот эти кругляшочки, которые должны быть одинаковые? Да, я его режу так. Я беру стакан, Ага. вот так беру стакан Берешь стаканчик. и режу. Я помню, кстати, мы в детстве брали такие маленькие рюмочки, и когда Для пельмени пельменей. лепили тоже. Да. Удобный классический татарский такой способ. Да. И быстро, и красиво. Но самое главное, должна быть в конце программы у нас вкусный день. Да, очень важно. это, конечно. Мы Я уже надеемся. стараюсь. Мы надеемся. Мы сегодня говорили про проект Йылдызар Фабрикасы. И продолжаем эту тему. Расскажи, что интересного было на этом проекте, твои впечатления, знакомства какие-то. Ой, впечатление вообще только хорошее. Я познакомилась, так скажем, с большими певцами там. И даже мне судьба улыбнулась, и я спела с самим Салаватом. То есть это во время проекта? в дуэте? Да. Какую песню пели, помнишь? Сандовай Кэрды Кунгельге. Была какая-то вот нервозность, переживание. Я очень, Салават, а ты тут я приехала, очень переживала. студентка вообще. Санетьевская. Вроде вот только первые шаги, и сразу Салават, такая вроде ответственность. Мгм. Я очень волновалась. Думаю, у нас хорошо получилось. Хорошо, а какие-то еще вот были выступления с дуэтом со звездами? Да, у нас проходили солянки. В дуэте я пела с Решатом Фазляхметовым, пела с Эльмирой Нагимовой. Ну, много с кем, сейчас всех и не запомнила. А с кто? Асафом Валиевым. У нас хороший дуэт, Ильшат Валиев. Хорошо, а какие вот начинающие тогда тоже еще вокалисты были с тобой на этом проекте, и которые сейчас тоже стали звездами? Мы в проекте были с Муниром Рахмаевым, Азали Зинет, Ильназ Бах, Ильвина. То есть, ну ты прям перечислила сейчас самых-самых, то есть действительно Да. вот этот проект, он удался, Да, и и все практически как-то все участники действительно стали популярными в татарской эстраде. Это очень даже хорошо. Да. Картошечка у меня готова, сейчас мы смешиваем. Ну, давай всё смешаем. Да, последнюю Соль, перец. начинку. Так, сейчас я добавлю фарш. Кстати, нужно смазать еще листы. Да, листы ты мне давай подсолнечное масло пока. Диляра, расскажи, пожалуйста, после «Фабрики звезд», как складывалась твоя карьера? Ну, сразу же начали гастролировать, записывать песни. Выпустила я вот 2 альбома. Это вот второй я тебе в качестве то есть у подарка тебя принесла. уже 2 CD Да, вышло. да, у меня это второй диск. Сняли клип. В первый же год я получила свой первый Алтын Барс. В 2008 году это было, на песню «Керек мен Айхтыбарым». И в 2010 году на «Хоман Яратам», тоже я, как самая популярная песня 2010 года, получила Алтын Барс. То есть 2 «Алтын Барса» в твоей коллекции. Да. Диляр, я предлагаю перенести сейчас в 2010 год и вспомнить, как ты вышла на сцену с красивой песней, и потом тебе вручили «Алтын Барс». Вспомнили? Как Да. называлась песня? «Хоман Яратам». «Хаман Яратан». Поет Да. Диляра Илалетдинова. Бүгін қабат тойлы түнім достым, Йықысызлық дерге өзімні. Өткен матур мезгіллеріні сағынып, Ақ қағазға төбем көзімні. Вот примерно такая песня. Самое главное, мы вспомнили вот эти приятные моменты, и после этого тебе уже вручили «Алтын Барс», и ты радостная пошла отмечать. Да, радости было очень много там. Ну, а у нас тоже много радости, потому что у нас финал блюда. Сейчас мы будем собирать, лепить манты, так, Да, давай. как вот с начиночки поменьше, побольше. Чуть-чуть, давай. Покажи, пожалуйста, как ты вот их все это делаешь. Процесс. Первая начинка у нас классическая татарская, где есть картошка и фарш и лук. Конечно, посолили, поперчили мы все это. Так. Ну, классический Наверное, мне такой поможешь, способ. да, Руслан, поможешь? Ну, конечно. Я просто, понимаешь, все по-разному делают, все по-разному собирают. Я хотел посмотреть, как у тебя этот процесс происходит. Ну, все классически, конвертиком, да, собираем? Да, вот. Вот, ну, я покажу зрителям. Вот такие красивые классические манты, в принципе, должны у вас получиться. Диляра, что интересного было в этом году, вот в 17-м?
что происходит? Ой, ну все лето отработали на сабантуях, всякие свадьбы, юбилеи. Вот с сентября начались гастроли заново. Вот сейчас ездим. Пока сюда положу, да? Так, кстати, мы вторую начиночку тоже потихонечку начинаем выкладывать. Да, давай, может, я тебя Овощную. вот так вот сделаю. Да, процесс такой, да, то есть я начинку выкладываю, Я леплю. да, ты лепишь, зрители смотрят, записывают рецепт. Есть ли планы выпустить третью пластинку, уже третий диск? Да, я работаю над третьим диском, записываю новые песни. Вот уже одну записала. Хочу снять клип «Алаберса». То есть планы грандиозные. Да. Так, ну, водичка у нас кипела, можно потихоньку выкладывать. Ты первый слой картошки, Первый да? слой, да, давай, который будет с картошкой. Так, второй у нас будут овощные. И так И будем так их будем чередовать, чередовать. Да? Диляр, у тебя не было желания самой писать песни? Вот как говорят татары, Ильхам Кермадем сигнал, то есть не приходил вот такой момент, когда, проснулся и песню написал. Честно скажу, Руслан, я пробовал даже, но Бог почему-то меня Не наградил таким талантом, да? таким талантом, это картошка. Это картошка, да? Пробовал, но не получается у меня. Но Не знаю. все это может в какой-то момент прийти, да? Ну да, говорят, это иногда в старости даже приходит. Стихи люди начинают писать, песни. Ну, мне кажется, для наших зрителей достаточно того, что Диляра и Аладдинова очень красиво поют, да? Да. Манты. Мы готовили манты с двумя начинками. Для первой начинки говяжий фарш смешали с мелко нашинкованным репчатым луком и нарезанным на небольшие кубики картофелем. Для второй начинки на сковороде на растительном масле обжарили измельченный лук, грибы и кабачок. Из воды, майонеза и муки замесили крутое тесто, раскатали его в тонкий пласт и вырезали из него кружочки. В середину каждого кружочка положили начинку и сформировали манты. Подготовленные манты выложили на смазанные маслом листы мантоварки и готовили 40-50 минут. Дорогие телезрители, если вы не успели записать рецепт нашего блюда, мы ждем вас в нашей группе ВКонтакте. Готовьте свои самые любимые блюда и делитесь кулинарными секретами. А также не забываем подписываться на наш канал на YouTube. Диляра, у нас все готово. Приятного аппетита. Начинаем пробовать татарские манты. Напоминаю, у нас две начинки. Фарш с картошечкой, с беренгебрен и овощной. овощный. Да. Так, давай с овощного, вот она с правой стороны. Давай. Можно есть с катыком, со сметаной, кто... Вот сметану положи мне вот сюда, пожалуйста, немножко. Давай. Так. Но овощные манты, честно, я еще ни разу не ел, поэтому будет, мне кажется, интересно попробовать на вкус. Так, здесь мясо нахуй. Вкусно! Вкусно? Ну и самое главное, овощные манты – это ведь здоровое питание. Очень диетическое блюдо, поэтому советую всем. Ну а я, так как люблю мясо, попробую, конечно же, манты из фарша и картошки. Классические татарские манты. Ну, наверное, ты знаешь, да, что все-таки на Востоке не добавляют картошку, да? Да. Картошку добавлять придумали татары. И правильно сделали. Я тоже так думаю. Люблю я манты, вот ничего не скажу. Очень люблю. Диляр, большое спасибо, молодец. Традиционные, вкусные татарские манты у нас получились. Молодец. Спасибо, что пригласили. Диляра, к сожалению, на этом наше кулинарное шоу подходит к концу. Тебе большое спасибо. Действительно было весело и вкусно. Молодец. Я попробую тортик, ну а ты в финале какую-нибудь песенку для наших зрителей можешь еще исполнить? Да, конечно. Но вначале хочу сказать слова благодарности за то, что ты пригласил. Большое тебе спасибо. Мне очень все понравилось. Надеюсь, было все вкусно. Все было вкусно. Ну и финальная красивая песня. Turmuşlar tügerek, beylemler müberek, jırlanacır bir şatlıktan, jırlanacır bir şatlıktan, jırıbız. Yaşıkla hürmette, şanış rahatte, min kalam şul izgi tilekte, hürmette rahatte, yaşık mehabete, bir gele. Диляра Аладдинова готовила программу «Секреты татарской кухни». Ну а мы говорим вам сау булыш, дуслар. До новых встреч. Пока-пока. Пока-пока. Рахмет.